Чемпионат страны по боксу 1984 года проходил в Ташкенте. Чемпионат юбилейный, 50-й в истории советского спорта. И как никогда успешный для казахстанских боксеров. В 6 из 12 весовых категориях призерами, победителями чемпионата стали наши спортсмены. Джамбулец Каримжан Абдрахманов. Бейбут Езжанов из Кокчетава. Карагандинец Серик Нурказов. Виктор Демьяненко из Алма-Аты. Асылбек Килимов из города Шевченко. И, наконец, самый титулованный боксер чемпионата Серик Конакбаев. Казахстанская школа бокса мощно и уверенно заявила себя. И успехи ее представителей на всесоюзных, европейских и мировых состязаниях, конечно же, не случайность. И все же, в чем причина этих успехов? Говорит заслуженный тренер республики Геннадий Рожков. Успехи выступлений казахстанских боксеров на всесоюзных и международных соревнованиях я объясняю тем, что основа этих успехов была заложена в 50-е годы, когда наши талантливые тренеры Шохоль Батакулы, Константин Михайлович Мулаев, Густав Александрович Керштейн сделали очень многое для развития казахстанского бокса, для становления правильной методики, отличной школы. Примечательно, что именно боксер Шох Бултак-Улы первым среди казахов стал мастером спорта СССР. В конце 40-х годов он одержимо прививает в республике лучшие традиции советского бокса. Среди его воспитанников братья Омаровы, известный боксер тяжелого веса Абдусалам Нурмуханов. С чего начинается работа тренера? С таким вопросом мы обратились к наставнику двукратного обладателя Кубка мира Серика Конакбаева, заслуженному тренеру СССР Юрию Цхаю. Прежде всего надо найти талантливый материал. Ну, как у нас тренеры говорят, одним словом, хорошего бойца. Идет совместная работа. Но зачастую талантливые ребята с характером. Это самолюбивые, чистолюбивые. И вот здесь вот должен проявиться талант тренера, но умение из этого талантливого материала сделать большого спортсмена. Говорит наставник чемпиона мира Валерия Рачкова, заслуженный тренер СССР Станислав Болдырев. Я считаю, что у каждого тренера вот какой-то есть, значит, он зарождается в нем чистолюбие. Вот. И он, значит, начинает думать, почему вот тот подготовил, а вот чем я хуже его. Вот. Ну, я, например, считаю, что не обязательно, конечно, в боксе, возможно, и другие, вот где-то в животноводстве, там, как рождаются герои социалистического труда, где-то на заводе, токарь. Вот человек думает, почему я хуже другого, чем. А я вот, например, сам, подумал, почему же Псарев, Вадим Псарев воспитывает вот Рязанцева, Назаренко, а почему я не могу подготовить чемпиона мира?
начинается с детства. И бокс не исключение. В повседневной, кропотливой работе с самыми юными передает свой опыт чемпион мира Валерий Рачков. Скорое пополнение нашего бокса. Они делают первые шаги, и сегодняшние звезды большого ринга для них непоколебимый авторитет. Традиционный матч по боксу сборных нашей страны и Соединенных Штатов Америки. Такого никому не удавалось еще. Майлон Уоткинс, Соединенные Штаты Америки. Спортсмену 19 лет. Он победитель первенства мира среди юниоров прошлого года. Но переиграть на дистанции Канакбаева очень сложно. И не найти пути к успеху, к удаче. И вот это надо предотвратить вот такими вот действиями. Встречными, четкими, точными. Канакбаев будет пытаться встретить соперника. И наша команда вышла вперед после победы Канакбаева. Асылбек Килимов, Советский Союз. Майкл Гроган, Соединенные Штаты Америки. Спортсмену 27 лет. Он чемпион Соединенных Штатов Америки прошлого года. Провел 165 боев. 159 победил. А Килимову 20, он из города Шевченко, молодого города на побережье Каспийского моря. Вот, неуловимым движением левой наш боксер посылает опытного американца в нокдаун. Выбрал таки момент для удара, которого искал 6 минут. Очень важно развить успех, что и делает наш молодой боксер. Если в третий раз повторится такая ситуация, то бой будет прекращен. Как опасны вот эти вот мощные удары нашего спортсмена. Майкл Гроган потрясен. Прекрасная, уверенная победа. 2 раунда Килимов в мягкой манере такой скрывал защиту соперника, всячески стараясь найти ключи к этой защите. И вы видели, стали свидетели уверенных, четких, жестких ударов, которые принесли победу. Современный спорт немыслим без ежедневной многочасовой самоотдачи на тренировках. Без этого нет победы на ринге. Казахстанских боксеров отличает огромное трудолюбие, самоотверженная преданность своему виду спорта. Это один из секретов успеха. И, наконец, финальные бои чемпионата страны 1984 года. Первым
ощутил вкус победы и принес золотую медаль команде Казахстана Каримжан Абдрахманов. Поединок Нурказова с пятикратным чемпионом Советского Союза Самсоном Хачатряном. Точными, прямыми ударами Нурказов прерывает все атаки противника. Правильно поставленный бой приносит ему заслуженную победу. Еще один казахстанец, обладатель золотой медали. На ринг вызывается Виктор Демьяненко, один из самых опытных мастеров кожаной перчатки. Рассечение брови. Да, к сожалению, он снимается с ринга. А ведь золото было так близко. Пожалуй, нет любителей бокса, которых не покоряла бы элегантность ведения боя, чувство дистанции, богатый арсенал технических приемов Серика Конакбаева. Зная об этом, его соперник Акопкатян навязывает ближний бой. Это не спасает его от поражения. Все 5 боковых арбитров единогласно присуждают победу Конакбаеву. Успешное выступление казахстанских боксеров на последнем чемпионате Советского Союза в Ташкенте – это не случайно. Дело в том, что в прошлом году, участвуя на спартакиаде народов СССР, боксеры Казахстана заняли второе почетное место. Ну, а на сегодняшний день у нас более 15 человек в сборной команде Советского Союза, и каждый из них может занять лидирующее место в своей весовой категории. Казахстан – это кладовая талантов. И мое мнение, что через некоторое время мы будем иметь не только чемпионов Советского Союза, не только чемпионов мира, но и чемпионов Олимпийских игр. Впервые за историю отечественного бокса сразу 4 казахстанских боксера занимают высшую ступень пьедестала. Каримжан Абдрахманов, Серик Нурказов, Серик Конакбаев и Асылбек Килимов. Все 4 проявили характер, показали лучшие бойцовские качества. Впереди новые жаркие поединки, полные спортивного накала.